çiverin kuruduk, arı cemkir hallanı kuruduk, kenyerüleh kımız kuruduk, kenyel sana kımını kuruduk, jolok saha kırgıt dara. Setten imanı bilir arteleks Утали агсвон гсал бах раугста харты батын расана бун алохту агсана бун толору кежелга септе бен алохтун аласту дом. Привет. Я с утра обычно очень сонная, я никогда так рано не просыпаюсь. Поэтому настрой максимально всратый. Я же сплю под лекарствами, и каждое мое пробуждение это всегда еле-еле борьба буквально чуть ли не с жизнью и смертью, ну, в переносном смысле, потому что мне просыпаться вообще не хочется максимально. Хочется просто сдохнуть в этот момент и лежать. Привет! Так рада видеть! Доброе утро! Ты чё, как у тебя дела? Присаживайся, я тебя жду. Хотелось бы что-нибудь яркое. Я видела у тебя палетки. Одна, по-моему, голубая, оранжевая. И типа там какие-то цвета. Я не знаю, зеленая, голубая. Короче, я, если что, не вижу без очков. Блин. Поэтому я так... Вау, прикольно, классно, да. Вы со мной сегодня на тренировке. Я довольно часто хожу в этот спортивный зал, где-то 2-3 раза в неделю. Но до путешествия, конечно, чаще, после, конечно, нет. Это сегодня мой первый раз. Короче, пойдем на беговые дорожки. Я хочу сегодня себя немножко привести в норму, потому что я очень хочу пойти на свидание с парнем. Я очень часто сижу во всяких дейтинг-приложениях, и можно с вами посмотреть, кого я там выбираю и с кем я общаюсь. Обладатель самой гладкой спины. Простите, слишком кринж. Нет. Я обычно смотрю на описание парней, на их фотографии. Тут очень хуёво видно вообще лицо. Нет. Короче, я написала 2-3 парням, но они мне пока еще не ответили. Думаю, я могу пойти переодеться, чтобы уже быть готовой к свиданию. Классное платье. Да? Да. Специально для тебя делалось, да? так красиво, да. Серьезно, что ли? Да. Да? Еще и смузи взяла. Спасибо большое, я вижу. Это очень приятно. Я, короче, кое-что узнала. Слухи о тебе. Они... Так я же только приехал, какие слухи могут быть? Я не понимаю. Я еще ничего даже не сделал. Старые слухи. Ты ничего не хочешь мне сказать? Так я вчера написал всю правду, да? Допустим, предыдущие отношения, они были в течение 2 лет. Вот. Серьезно? Ну да. Ага. Исходя из прошлого опыта, там ходил направо-налево и изменял. Ага. Да, в конце да, но не во время всего этого периода. И мне кажется, в студенчестве искать своего человека – это абсолютно нормально. Если ты не заметил, я тебя всегда вот почти каждый день пытаюсь встретить. Да, я это заметил, это очень мило. Где-то подловить. Ты такая, давай, успеем, встретимся. Мы можем сегодня вечером встретиться. Да? Короче, Саша, помнишь, я тебе говорила, что участвую в видеопроекте? И, короче, сейчас идут съемки моей серии. Тогда? Ты в кадре. Подожди, я в кадре, да? Да? Классно. Улыбнитесь, вас снимает камера. Да, улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Она если что. Я видел, да. Я подумал, что за бандура там стоит. Ну, я вообще не обращал внимания. Так стоит, да?
Мы еще думали, типа, бля, ты заметишь или нет? Я заметил. Мы подумали, слишком ли Павел будет снимать? Это очень палевно. Конечно, конечно. Ребята, вас полили! Ну да. С самого начала еще. Здравствуй! Какие люди! Чё? Как? Как жизнь? Я тебе, короче, потом принесу сувениры. Сувениры это самая главная вещь, особенно с такой хорошей страны, как Казахстан, понимаешь? Это как? Туда съездить и ничего не привезти, а чай, ты чай мне привезла, Да. чай? Да, О, этот чай, ты что? сколько могла? Я прошлогодний только недавно допил, надо еще, это обязательно. Ты же мне писала то, что ты сегодня пойдешь делать свои вот эти штучки-дрючки, да? Я принес одну очень интересную вещь, которая тебя, надеюсь, очень сильно привлечет. Она просто охуительная, ребята. Даже Диме понравилось. Вот, это кубок, понимаешь, он заговоренный, понимаешь, заговоренный. К сожалению, в Якутске кофе девственницы достать очень сложно, вот, так что он просто заговоренный, он не освещенный, а заговоренный. Мне хотели еще дать церковные свечи, но, как все знают, я очень боюсь церковных свечей, поэтому у меня будет такой классный кубок. Все для моей богини. Да, его надо убрать. Саша занимается историческими штуками, если что. Поэтому не думайте, что это для того самого. Вот. Ну все, ты иди, я тоже пойду на работку свою. Окей, ладно, все. Работу надо работать. Еще обязательно встретимся. Обязательно, Всё, пока. давай. Когда мы сюда шли, в принципе, я немного почувствовала энергию. Когда заходишь на кладбище, энергии, в принципе, было не так много. Когда заходишь вглубь, уже чувствуешь. И так как мы уже здесь не в первый раз, нас, в принципе, тут знают и уже как бы с нами на «ты». В общем, перед путешествием я попросила у своей богини, как я ее называю, темной матери, благословения на мою поездку в Казахстан и Кыргызстан. И правда, поездка увенчалась большим успехом. Я встретилась с довольно большими мистическими штуками, синхронами и крутыми людьми. И за это я хочу очень сильно поблагодарить мою мать, мою темную богиню. Со мной рядом Дмитрий, известный также как Тремит. Он рассказывает мистические истории Якутии и также по совместительству является моим мастером, так как пока именно в магии я являюсь, точнее нахожусь на стадии ученичества. Это место является, во-первых, самым центром кладбища, то есть оно, в принципе, раньше было равноудалено со всех сторон. То есть что с той стороны, что с другой стороны. Плюс еще это очень такой памятный объект. Здесь находятся захоронения, очень древние, то есть столетней давности. Мы обычно богам даем попробовать что-то, знаете, что-то наше, что-то свое. Не обязательно это должен быть алкоголь. Вот обычно я беру молочный дождик, кефир. Да, ну достаточно, да? Да, вообще хватит. И, конечно же, булка, как без этого. Мы специально не отдаем полностью, так как все остальное, оставшееся, мы должны вкусить сами, дабы разделить пищу с теми, кому мы ее даем. Таким образом, мама понимает, что, это не просто так. Я призываю энергию Мать Земли. Войди в мое сердце. Я призываю энергию времени. Войди в мое сердце.
Я призываю энергию первичного огня. Войди в мое сердце. О, великая темная мать, я благодарю тебя за дары, которые ты ранее принесла мне. Я благодарю тебя за то, что ты следуешь за мной и помогаешь мне. Нож не слишком острый. Боги, которым мы поклоняемся, и мать, которой мы поклоняемся, она известна еще в древности. Это древняя языческая магия. Вот. Она ранее была представлена у каждого из народов, но впоследствии с приходом с религии некоторые знания у некоторых людей были утеряны. То есть это не та информация, которую можно свободно найти в интернете. Я раньше не обращалась к своей матери. Я раньше думала, что, наверное, типа не стоит, не надо, она, наверное, слишком сильная и бла-бла-бла. Но потом я подумала, люди из других религий обращаются к своим богам, и это является абсолютно нормальным. Типа, почему я не могу сказать то же самое, но поставить имя своего бога? И я в первый раз попробовала, это было жестко, страшно. И она открылась мне, она пришла на мой зов, и она до сих пор есть рядом со мной вот здесь и вот тут. Ну, как бы и там. Сейчас мы будем проводить обряд очищения, поскольку после посещения кладбища и тому подобных мест всем, кто не занимается практиками, нужно очищаться. Поэтому, кстати, не рекомендуется просто так людям ходить, посещать вообще такие места, потому что там действительно можно подцепить какую-нибудь негативную информацию, что-то такое, короче. И сейчас мы покажем, как проводится обряд очищения. Кстати, могу сказать то, что вообще со времен каменного века, и это практикуется у всех народов, вообще жертвоприношения, они всегда несут либо какой-то вот символический характер небольшой, но есть одна общая черта, очень часто жертвоприношения делают при помощи дыма. То есть даже в современных религиозных конфессиях в храмах постоянно горят какие-то вот благовония. Это ладан, это вот какие-то вот благовонные палочки и так далее. Это все пошло из большой древности, потому что в очень старые времена, когда у людей была единая религия, все делали именно вот так. То есть подношения в тонкий мир делали через огонь. Огонь служил транспортером. И, кстати, я посещал очень древнее языческое место, капище, так называемая Каскулакская пещера, где проводились обряды чуть ли не времен каменного века. И там люди делали примерно так же, как и в современности. То есть люди зажигали там костер в пещере. В этот костер они клали кусочки жертвенного мяса. И духом вот эта жертва, она транспортировалась именно в виде дыма. То есть огонь, он превращал материальное в нематериальное и переносил это все в другой мир. Огонь очищает все, и после практик любых я всегда очищаю свои руки, так как именно при помощи своих рук я могу передать энергию, почувствовать энергию, взять энергию. Убираю все лишнее, негативное. Убираю из негатива тайные или явные, открытые или скрытые. Спереди и сзади, сверху и снизу. Ну да, это была, конечно, не совсем обычная история. Мы познакомились во время спиритического сеанса, который организовала одна наша общая знакомая. Она как бы звала людей, чтобы это провести. Она меня упрашивала, кстати, на протяжении 3 лет. И было очень интересно, хотя я к таким вещам на самом деле отношусь очень негативно, как бы это ни было странно. То есть такого рода гадания, потому что
полезной информации там получаешь мало, и при этом можно выхватывать какую-то вот эту отрицательную энергию. Такое было. Например, после того гадания, кстати, в ту ночь у меня ночевал друг со своим сыном. Я их как бы поселил в отдельной комнате. И когда я ночью пришел с гадания, у него сын маленький увидел черного человека, который стоял на пороге всю ночь. Получается, с трудом меня уговорили принять участие на сеансе, и тогда еще Алина во время того, когда мы разговаривали с духами, озвучила свой запрос. То есть она хотела вообще обучаться эзотерическим наукам и вообще прийти к темной богине, то есть, ну, с которой она всегда изначально чувствовала связь и хотела как бы это освоить. Вот. И я понял, что это был такой вот как бы надлежащий знак. Я на самом деле хотел передать свои знания. И получилось так, то, что мы с Алиной начали как бы общаться. И я начал ей рассказывать как бы очень много о древних языческих традициях. То есть именно о тех традициях, которые были до создания как бы всех религий и верований. То есть общие традиции для всех народов. На камеру с Димой лично, я делаю, ну и мы делаем, я не знаю насчет, ладно, я правда не знаю насчет Димы, но конкретно я делаю это в первый раз. Но так как я ранее об этом уже говорила, то, что у меня есть биполярка, и я говорю об этом совершенно открыто, то я подумала, типа, почему бы это не сделать открытым. Я когда поехала в свое путешествие, я всем говорила: ребята, у меня вот это есть, я могу вот для вас это сделать. И все это восприняли совершенно адекватно и классно. Я зарядилась этой энергией, я приехала в Якутск, я поняла, что, блин, я же могу вот так этим бомбить, я же могу это рассказывать и подавать это круто, и зарабатывать на этом. У меня, кстати, есть первый донат уже. Прошло на самом деле нормально. Прошло на самом деле намного лучше, чем я ожидала. Даже та тайная съемка, которую Сафаль писал сначала, даже она прошла охуенно. Мне было совершенно окей ходить с малознакомыми людьми, так как я работаю в сфере медиа, и для меня все это привычно, плюс мне нравится смотреть реалити тикток-домов, и поэтому всегда хотелось оказаться героиней такого вот формата, и типа сейчас я здесь. По лесу себя гуляю, а лес не открывается. Меня зовут Евдокия, и мое сахалое имя Эйге.